Проблемы экономики, системы образования и здравоохранения, безопасности и кадровой политики в органах государственного управления и пути решения наиболее острых вопросов в этих и других сферах жизнедеятельности государства были озвучены в ежегодном послании президента Народному собранию страны. В этом году государству пришлось понести значительные расходы по ликвидации ряда стихийных бедствий, а также чрезвычайной ситуации, имевшей место в селе Приморское. Огромный ущерб экономике страны нанесли вредители сельхозкультур. Показатели по туристическому сезону не в лучшую сторону отличаются от предыдущих, отметил президент. Но несмотря на это, государство выполнило все взятые обязательства по выплате заработной платы и социальных пособий. Финансирование других значимых бюджетных расходов также осуществлялось ритмично и системно с учетом приоритетных направлений, подчеркнул в своем послании президент. Экономическая политика страны должна быть ориентирована на постоянный экономический рост, отметил Рауль Хаджимба. Только развитие собственной экономики позволит стране прочно стоять на ногах, наполнит реальным содержанием суверенитет и независимость абхазского государства. В связи с этим Рауль Хаджимба поручил правительству выработать набор конкретных действий, выверенных точечных мер по поддержке эффективных конкурентоспособных отраслей экономики. Начатый в 2015 году курс государственной политики, направленный на повышение собственных доходов бюджета, будет продолжен и в 2018 году. Как отметил президент, жить посредством, то есть расходовать эффективно и создавать стимулы для роста, именно этот лозунг должен стать основой философии бюджетной политики. Мероприятия, направленные на повышение качества налогового и таможенного администрирования, также будут продолжены, подчеркнул глава государства. Акцент нужно делать не на увеличение фискальной нагрузки на законопослушных налогоплательщиков, а на выявление тех предпринимателей, которые, используя бреши в законодательстве, применяя коррупционные схемы, уходят от справедливого налогообложения и создают нездоровую конкуренцию добросовестным предпринимателям. Необходимы налоговые реформы, адаптированные к местным условиям ведения бизнеса. Эти реформы требуют времени и взвешенных решений. Они должны быть адаптивными и гибкими, нацеленными на максимальную точную настройку системы налогообложения. Актуальным остается вопрос отмены или модернизации неэффективных налогов, сокращения их численности, введения упрощенного режима налогообложения. Новые предложения по реформированию налогового законодательства должны быть направлены прежде всего на систематизацию и оптимизацию налоговых режимов, простоту исчисления и уплаты налогов, предоставление налогоплательщику права выбора наиболее оптимального налогового режима. Поручаю правительству завершить работу над концептуальными основами реформирования налоговой системы и представить свои предложения к концу второго квартала 2018 года. Одной из основных задач президент обозначил обеспечение населения качественной, высококвалифицированной и доступной медицинской помощью, внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний. В 2016 году был принят закон о здравоохранении. На данный момент идет работа по разработке соответствующей нормативно-правовой базы. Ведется работа по подготовке проектов постановлений Кабинета министров об утверждении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, о платной медицинской помощи, о лицензировании фармацевтической деятельности и частной медицинской деятельности. В соответствии с мировыми образцами приводятся стандарты и протоколы лечения больных. Как мы говорили и ранее, нужно планомерно переходить к международной практике оплаты за оказание медицинской помощи. Граждане должны иметь право выбора – пользоваться бесплатными или частично оплачиваемыми услугами государственного здравоохранения, либо прибегать к возможностям частных медучреждений. Поручаю Министерству здравоохранения в 2018 году завершить работу по нормативно-правовому оформлению реформирования системы здравоохранения. Президент особо обратил внимание на обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью как на одну из ключевых задач государства. Рауль Хаджимба отметил, что законодательство, регламентирующее деятельность милиции, не отвечает существующим вызовам и реалиям. Система управления правоохранительных органов громоздка и неэффективна. Поручаю Министерству внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными органами, депутатами и общественностью разработать и представить в парламент проект нового закона о милиции.
Новый закон должен обеспечить более надежную защиту прав граждан, их собственности, интересов общества и государства, способствовать формированию в общественном сознании нового облика сотрудника милиции. Необходимо провести переаттестацию личного состава МВД, оставить на службе достойных сотрудников, которые могут и хотят работать на благо общества и государства. Существующее штатное расписание МВД раздуто, оно неэффективно. Поэтому поручаю Министерству внутренних дел представить предложение по его оптимизации, подчеркну, существенной оптимизации. Высвобождены в результате оптимизации средства мы направим на дополнительное финансирование основной деятельности органов внутренних дел. Государство и впредь будет всемерно поддерживать работу Государственного комитета по языковой политике и других госучреждений, деятельность которых направлена на развитие и укрепление абхазского языка. Без серьезных усилий по сохранению и развитию абхазского языка, укреплению его реального статуса, значительного расширения коммуникативных возможностей невозможно обеспечить прочную идеологическую и культурно-ценностную основу государственного развития, убежден Рауль Хаджимба. Как отметил в завершении послания глава государства, вопросы стратегической повестки и планы на ближайшую перспективу не должны оставаться лишь декларациями. Они должны исполняться в полном объеме. Только тогда будут достигнуты существенные результаты. После оглашения послания свое мнение высказали депутаты парламента Леонид Чамагуа и Левон Галустян. Большая часть послания все-таки посвящена экономической ситуации в стране и даны конкретные поручения правительству в части, касающейся налоговых изменений, оптимизации сбора налогов и ряд других поручений. Кроме того, по направлениям, если отмечать, конечно, обращает на себе внимание вопрос, связанный с реорганизацией МВД. Надеюсь, что указанные сроки и поставленные задачи Кабинетом министров будут реализованы в 2018 году, и мы увидим конкретные результаты. Очень важно для меня было то, что президент давал конкретные поручения тем или иным министерствам и ведомствам по изменению ситуации к лучшему. Я думаю, что те задачи, которые определил президент для органов исполнительной власти, они найдут свое решение в 2018 году. Это сможет качественно изменить ситуацию. Были определенные вопросы по совершенствованию законодательства нашей страны. Парламент в целом готов к конструктивному диалогу, конструктивной работе с субъектами законодательной инициативы, но все те проблемы, о которых говорил президент Рауль Хаджимба, невозможно решить без объединения абхазского общества. Мне кажется, тот посыл, который сегодня был сделан президентом, он самый важный, и на это нужно обратить внимание. После небольшого перерыва депутаты продолжили заседание сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.